Мы находимся в 20 километрах от Кызыла у подножия горы Бом. Прямо сейчас 3 компании «Восток», ТВ-Энерго, Тарданголд запускают более 3000 мальков краснокнижной стерляди в Енисей. Энергетическая компания ТВ-Энерго и золотодобывающая компания Тарданголд впервые выпускают партию молоди краснокнижной стерляди в бассейн реки Енисей, в то время как производственно-строительная компания «Восток» уже 3-й год подряд восполняет запас ценных видов рыбы в Енисее. ТВ-Энерго при строительстве особо важных для развития, Республики Тыва объектов нанесло ущерб экологии. В свою очередь, ТВ-Энерго бережно относится к природе родного края. В связи с этим была приобретена партия и выпущена в естественную среду обитания, мальков стерляди в количестве 1943 штуки. Ранее не было такого ущерба. То есть объекты, как мы знаем, давно в Республике Тыва не строились. Это вот на протяжении, 6, наверное, лет, когда ТВ-Энерго наконец-то начали возводить новые объекты в развитии Республики Тыва при поддержке нашего правительства. Соответственно, появление этих объектов появился этот ущерб. Есть определенные расчеты, которые, опять же, выдаются специализированными организациями. И в рамках этих расчетов было приобретено именно это количество. Этот вид осетровых занесен в Красную книгу России и Тувы. Поддерживают популяцию данного вида по всей России искусственно, то есть также выращивают и выпускают в естественную среду. Молоть стерляди загружена в Алтайском районе Республики Хакасия на рыбзаводе Главрыбвод. Мальков транспортировали в специальном кубоконтейнере со встроенной системой обогащения воды кислородом. В естественной среде выживают из них небольшой процент. Мальки могут погибнуть и при зарыблении, если, например, их выпустить в реку в жаркую погоду. А вот такая прохладная пасмурная погода в самый раз. Температура воды сегодня плюс 10 градусов. До морозов рыба успеет адаптироваться, найти себе кормовую базу и остаться на зимовку. В рамках исполнения договоров на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания, осуществляется выпуск молоди стерляди в количестве 3318 штук в реку Енисей на территории Республики Тыва, ниже по течению города Кызыл. Выпуск осуществляется в присутствии представителей данных организаций. Молодь стерляди загружена в Алтайском районе Республики Хакасия на Белоярском рыбоводном заводе ФГБУ «Главрыбвод». Транспортировка к месту выпуска осуществлена в специальном автомобиле, оснащенном изотермическими контейнерами. Температура воды в момент выпуска 10,4 градуса по Цельсию. Стерлядь называют царской рыбой. В Туве известны небольшие скопления зимующей стерляди по реке Кахен в Миковской, Малой Бельбейской и Сизимской ямах, а наиболее значительные и постоянные в Большой Бельбейской яме. Через год выжившие особи будут весить уже граммов 500, в 100 раз больше, чем сейчас. Напомним, что на территории Российской Федерации отлов стерляди запрещен. Ответственность помимо крупных штрафов может дойти и до уголовной. В этом году молоть краснокнижной стерляди выпустили и другие горнодобывающие компании. Это более 80 тысяч мальков, в полном объеме выполнив обязательства по восполнению водных ресурсов Сибирской реки. Айдана Хаулык, Буян Мангуш, Ангар Оржак, Тува 24.